Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы начинаем проект «Редколлегия». Здесь собираются журналисты разных изданий. Мы обсуждаем ту политику, ту новостную политику, которая происходит у нас, произошла за неделю. И сегодня у нас в студии, я начну, наверное, слева направо, Владислав Долонов, главный редактор газеты «Полярная звезда» Чолбон. Дальше у нас Анна Лебединская, это журналист АИФ Якутия. Дальше у нас здесь присутствует Николай Борисов, это спецкорреспондент Якутского Саха-информационного агентства. И здесь у нас Владимир Степанов, генеральный директор медиагруппы «Сетим», обозреватель газеты «Кым». И тема сегодняшней нашей беседы, мы долго общались буквально, и тема сегодняшней нашей беседы — это добровольцы. То вообще, что на сегодняшний день, если говорить о временах наших дедов и прадедов, тогда добровольцами были практически все, и это, как они рассказывали, был общий такой порыв, то сейчас добровольцы, те, кто первые у нас пошли на спецоперацию, у нас примерно в республике сегодня говорят где-то около 450-500 человек, по некоторым данным, из других регионов. Что ими сегодня движет, кто эти люди, каких возрастов, и они живут рядом с нами, и это на самом деле такой важный момент, который мы должны сегодня, наверное, обсудить. Буквально недавно моя мама говорила, что у нее одноклассник, которому практически 60 лет, он говорит: мы люди старой формации, мы все равно должны пойти, потому что так нас воспитали. И вообще, по крайней мере, мне так кажется, среди добровольцев больше возраст как раз-таки советского периода. Те, кто были комсомольцами, те, кто были, даже в партии состояли люди, Что это? Это говорит именно о том, что тогда была как-то идеология лучше построена, Или все-таки сейчас добровольцы меньше, потому что время спокойно, или то, или другое? Это может быть, Николай у нас буквально недавно приехал с ДНР, он там был в командировке в очередной раз. Он встречался там и с людьми, и в целом, был там несколько раз, видел, что за люди там работают и в тылу, и на линии соприкосновения. Поэтому, наверное, Николай, может, начнете, как на ваш взгляд? Добровольцы на самом деле это же не сказать, что какая-то определенная категория людей, Добровольчество может быть то же самое волонтерство. Это не менее, на мой взгляд, важный фактор. Те же волонтеры, которые работают на территории ДНР, это молодые люди, девушки, в том числе медицинские работники, просто люди, которые помогают привозить какие-то гуманитарные грузы. Зачем поменяли хорошее слово «доброволец» на «волонтер», Как бы одно движение на два разделили, мы теперь можем путаться. Волонтер — это кто? Доброволец — это кто? На мой взгляд, волонтеры — те люди, которые, именно... добровольцы, но они не носят форму в этом момент определенный. Именно добровольцы, именно с военной категории, они уже, которые на линию соприкосновения могут так или иначе попасть. Опять же, работает русская гуманитарная миссия, там очень много людей. Первый раз, когда ехали на территорию ДНР, это было, когда бои за Мариуполь шли. И там прямо на границе стояли ребята, молодые девушки, парни. Они чай разносили, они каким-то образом психологически помогали. Это тоже своего рода, скажем, добровольчество, это волонтерство. И, естественно, сами ребята, которые надели форму, которые помогают, это мужественные парни. А в то время, когда вы ездили по тем ребятам, которые стояли в машине, ездили, били из артиллерии? На границе нет, на границе, конечно, там они просто встречали людей, Просто они редко сталкиваются с боевыми столкновениями, эти ребята. Там, конечно, раз на раз не приходится, потому что прилеты идут с любой стороны, тем более, если они работают в Донецке самом. А в Донецке, сами знаете, какая сейчас ситуация там. Значит, работа журналиста не такая уж
легкая получается. Все-таки доля риска есть. Ну, она всегда есть. Почему? Потому что там нужно учитывать, что просто то же самое, вот как мы съездили, там Арсений Сергеевич общался с Пушилиным, и на следующий день был прилет в администрацию, именно Донецка. Это как бы тут не только журналисты, тут фактически Ну все, да. кто выезжает туда под каким-то таким этим. Ну, я имею в виду, что вы наш коллега, который поехал, да, своими глазами видеть и с нами делится своими впечатлениями. Большей частью ехали ребята не в качестве социального лифта контракт подписывали, да, именно вот чтобы себя проверить из патриотических именно чувств. Вот, большей частью так, а после объявления вот о частичной мобилизации, видимо, уже и другие чувства у людей, у мужчин наших просыпаются, скажем, да, и есть те, кто уже вот не собирался вот идти, скажем, участвовать в этих действиях, а теперь они уже готовы как бы. У нас появилось поколение, которое вообще даже 90-х годов не помнит. Да, и вот как раз вот одна крайность — это те люди, которые уехали. Уехали там Азербайджан, Казахстан и так далее. Да? Ну, как говорил верховный главнокомандующий, у каждого свои, скажем так, цели и задачи, да, по разным моментам. Кто-то к родственникам нужно было, да, кто-то вот действительно от мобилизации и так далее. Да. Но это говорит о том, что, скажем, есть люди, которые привыкли совсем хорошо жить, да, и для них это, видимо, важнее, а вот те люди, которые едут добровольцами даже до мобилизации, да, ограниченной мобилизации, то есть этим людям совершенно не, как раз-таки чужды моменты удобства, чего-то такого, то, что мы называем комфорт. Получается, это вот одно из этих, да, и ну, в то же время мы знаем, что там есть и поддержка, и финансирование, и так далее, тоже может быть мотивом. Да, вот. Ну, в отличие от советского времени, да, ну, тогда нашему поколению присуще слово патриотизм, мы это понимаем, да. А вот вы правильно говорите, что вот поколение, которое после 90-х, вот 90-е годы мы с Славой тогда молодые были. Начались Да. отцы и дети. Да. Ну, Да. ну, скажем так, Примерно так. скажем так, Мы можно... тогда молодые были, мы ждали Да. от демократии, что очень что-то хорошее будет. Даже в 92 году этот Фрэнсис Фукуяма написал, что либеральная демократия пришла и все в мире будет, все окей. А получилось так, что вот оказывается совсем другие цели, да? Да, А то, что да. вот сейчас идет эта операция и ребята уходят добровольцами, тут на мой взгляд, еще есть сторона, ну, одна сторона, да, которая вот материальная, да, мотивация. В наше время, когда вот уходили в Афганистан или в Чечню, там это было почти бесплатно. Даже во время войны там небольшую там это выплачивало государство, чтобы помощь семьи поддержать. Владимир, ну вот я ребенок, так сказать, родившийся на стыке эпох, да, то есть буквально за несколько лет до перестройки, за пару лет, да, но тем не менее я прекрасно помню свое детство и ребята, которые росли рядом со мной, я лично знаю одного человека, который вот давно, еще до объявления мобилизации, за пару лет, наверное, точно поехал добровольцем. Как-то нас всех воспитывали все равно, несмотря на тот период, который был достаточно сложный, нас воспитывали все равно в патриотических чувствах. Может, все-таки от воспитания зависит? Не знаю, вот, потому что в наше время мы ходили с автоматами во время зорницы, в школе, постоянно, да, в форме. Военная подготовка была, автоматы разбирали. Ну, может, мы в какой-то определенный период все-таки пропустили вот это воспитание. На самом деле это действительно так, Вот, надо да. признавать. Вот сейчас же говорят об учебниках истории, о том, что в каждом учебнике есть свои всякие трактовки. Да. Вот, ну, кстати, я должен сказать, что в этом деле есть определенный, скажем так, элемент для осторожного оптимизма. Я вот общаюсь с детьми, которые сейчас в школе, вот, которым сейчас 8 класс, там, 10 класс. Ну, может быть, я, скажем так, мне везет с такими людьми общаться, да, но они четко понимают, что происходит на Украине, да, они понимают, откуда это идет,
При том, что вроде я спрашиваю, в школе вам рассказывают, да нет, говорит, мы YouTube смотрим. То есть в Ютубе они находят тот контент, который должен быть, и понимают, откуда корни растут этого конфликта. То есть они знают, что это не началось там 24 февраля этого года, они знают, что это не началось там какое-то время, они понимают глобально. То есть, видимо, в школе что-то меняется. Может быть, тогда вот в системе образования был определенный у нас прокол, когда вот, помните, у нас было такое права ребенка, Да, а про обязанности, это вот и в моей школе это было, когда я был маленький, про обязанности, что ребенок с 18 лет должен делать, скажем, там, родителей обеспечивать и так далее, об этом ничего не говорилось. Об службе армии, наверное, тем более. Был тезис о том, что она возвращается первый раз как в виде трагедии, второй раз в виде фарса, да? И действительно это так, скорее всего, и важно сейчас как бы знать историю. Почему? Потому что это, опять же, мотивирует людей. То же самое, вот я говорил, то, что в 2014 году один из знакомых, как бы, толкинистский клуб, да, Руслан, когда брал у него интервью, опять же, спрашивал про личную мотивацию. Он тогда сказал такие вещи, вот как раз происходили события Майдана. И то, что он говорит, я включаю телевизор и смотрю то, что в Одессе сжигают заживо людей. И буквально, говорит, через 30 минут собрался и подал заявку на как бы поездку туда. Да, и сейчас вот сказали, озвучили вот 500 человек, да, ну, которые добровольно пошли. Но это говорит о том, что все-таки население наше понимает много. В 2014 году у нас закон был резко категорически против, фактически против добровольчества. Это считалось как наемничество и что-то такое. Даже То есть вот это уголовное парни, преследование. которые поехали воевать, там отсидели даже за то, что вот они воевали на другой стороне, в смысле, за границей были. Именно так. То есть наши вот товарищи, еще один, да, скажем так, его позывной «Призрак», да, он как раз был журналистом, нашим коллегой, поехал на ту территорию, а потом, ну, просто тут боялся возвратиться. Почему? Потому что фактически могло быть уголовное преследование. Вот. Сейчас вот его дальнейшая судьба, к сожалению, не раскрыта. Но все-таки еще вот социальная поддержка государства, да, вот Владимир Владимирович объявил, что каждому будет выплачено вот по 195 тысяч рублей. Но все-таки это получается, что государство хочет социально поддержать тех, кто идет воевать, а не просто так оставить семьи, людей без средств существования. Но эта сторона тоже имеет большое значение. Да, конечно. Защищенность. Потому что, да, действительно, если человек уходит и оставляет здесь свою семью, это важно, чтобы он понимал, что у него остаются надежный тыл, во-первых, за спиной, то есть его дома ждут, его дома ждет семья, и эта семья не останется брошенной, то есть в случае чего. Если что-то даже с ним произойдет, не дай бог, конечно, дай бог, чтобы все пришли обратно, вот, но в том плане, что если что-то с ним произойдет, то люди будут, его семья не останется без поддержки. У якутских бойцов, воинов, да, вообще во время армейской службы репутация таких исполнительных, дисциплинированных солдат, да, которые задания выполнят, ну, максимально ну, по требованию, да, командиров. И вообще у наших бойцов репутация такая, что у них ну, природная сноровка. Кстати, это очень, как бы сказать, вовремя как бы заметил, да, и историю вот, хочу вспомнить. Мой дядя, вот он воевал под Сталинградом, Степанов Афанасий Николаевич. Он от его рассказов про войну, да, вот мне в голову засело, да, что он говорил, что во время войны, да, вот командиры под Сталинградом старались держать возле себя якутов. Потому что вот они видят, стреляют, охотник. Ну, командир должен быть защищен, но он всегда должен быть живым, правильно? Вот так они всегда рядом, говорит, держались. Кстати, да, потому что, ну что такое война? Война — это отсутствие комфорта, да? Это практически человек на природе.
А у нас, когда начинается сезон охоты на уток, сами помните, ну, знаете же, да, у нас город как на военном положении, лифтованные УАЗики, все в камуфляже, там, с ружья, очередь за патронами и так далее, да. И это вот, между прочим, да, вот у нас практически, ну, мне кажется, на мой взгляд, я не знаю статистику, но как будто каждый второй мужчина у нас имеет по одному ружью, а то и по два, да. То есть эти люди, которые постоянно у нас 2 раза в год проходят подготовку, да. И, между прочим, вот охотники, наверное, точно знают, когда вот садишься, готовишься к утке, ты знаешь, откуда будет примерно прилет, значит, да, как правильно выставить, значит, расчет, где правильно брать, там, где второй должен стоять скородок, там, и так далее, и так далее. То есть определенные навыки. Рекогносцировка, да, есть определенные навыки даже у тех, кто не служил. А вообще, вот если посмотреть, у нас, ну, мне кажется, общество вот, мужчины на три элемента можно грубо поделить. Это как раз таки вот Анна задела вот, социальные гарантии, да? Социальные гарантии, вот они на самом деле играют важную роль, особенно тогда, когда у мужчин, а вот у семейства есть дети, да, они говорят, ладно, поеду я туда, хорошо, да, а что потом дальше будет, да? Вот когда-то там где-то в каких-то странах, там, великое во время Второй мировой войны, там, у них было, что если там погибнешь на фронте, твоим детям там будет высшее образование бесплатно, и так далее, так далее, так далее. Вот у нас об этом люди тоже думают. И поэтому есть те, кто, вот, скажем так, особо, скажем так, ну, вот, смелые, да, они идут первыми, у которых, ну, доброволец, да, добрая воля, да, добровольцы, они идут первыми. Те, которые, значит, ждут судьбы, повестки, придет, не придет, но сидят ровно на месте, да, никуда не уезжают. Ну и третьи, которые, там, мы знаем, которые, значит, приняли решение, там, где потеплее уехать. Вот, и в этом плане, конечно, я думаю, что вот, как правильно здесь было замечено, что наша вот природная сноровка, да, она дает нам возможность в большинстве быть первыми или вторыми. Ну, вот все-таки еще помимо того, что вот мужчина едет и знает, он сам себя настраивает, что вот меня дома ждет жена, я должен вернуться, меня дома ждет жена, дети. С такими же мыслями, мне кажется, должны и родственники, остающиеся здесь, тоже должны как бы думать о том, что мой мужчина, мой муж, он вернется домой, он вернется живым, невредимым, здоровым, все будет с ним хорошо. То есть настраивать себя на, ну не скажем так, прям яркий позитив, но все равно стараться думать больше о хорошем. Я вот недавно общался с ветераном нескольких войн, в том числе афганской, да, это человек-офицер, и общаясь, поняли, что очень важно, когда человек чувствует поддержку в тылу. Это обязательно, Да? это прям Обязательно. 100%. А когда в тылу начинается развал хождения, там, типа, а может и не надо, а может, что вы там воюете, а зачем, для чего, вот это вот очень сильно, кажется, деморализует. Страшно. И даже вот есть у нас опыт Да. же Первой мировой войны. В начале-то наши войска, когда вот, скажем так, с Германией, с Пруссией воевали, они, значит, сложно было, но тем не менее они шли нормально. А потом в конце, когда уже начали побеждать, уже почти вот-вот, у нас в 17 году здесь февральская революция, все это такое, и так Да. далее, 5-10. И вот мы и не победили, да? Поэтому сейчас, кстати говоря, вот все эти разведки, спецслужбы, они максимально четко работают для того, чтобы ударить по тылу. Обязательно. Да? А мы Да. вот сейчас вот говорим о добровольцах, и, наверное, нужно обязательно это, мне кажется, задеть элемент, то, что в тылу как должно быть. Как мы должны... Там люди, они рискуют жизнью, а здесь у нас мы тоже, я думаю, считаю, должны объединиться. Да, Обязательно, конечно. обязательно. Например, вот очень важные слова, опять же, ждите интервью на ECA с нашими психологами. Это было обговорено, и на самом деле люди, которые там вот на точках соприкосновения, там всегда говорят о том, что вот меня ждут, и там мысли только о семье на самом деле. Ну как я вернусь? Это очень сильно поддерживает. И когда происходит какой-то развал, ну что-то такое там неприятное, это действительно демотивирует. Опять же, люди, которые жители Донецкой Народной Республики, у них вообще нет каких-то мыслей там какой-то Казахстан. Там только одной победа или смерть, как-то так. Да. Общался с парнями, которые в 17 лет, в 2014 году, и они вот в этом состоянии уже 8 лет живут фактически, без передыха. Это страшно. И если бы не было тыла надежного, там проблемы были бы. Да, вот там идут, ну, по всей вот точке, там 1500, да, вот фронт.
очень километров. сложные и страшные бои. Там Да. натовская армия и наши вот в лоб бьются. Мы-то вначале думали, что это все быстро завершится, а оказалось, что там западня натовская действительно. Вот, они до сих пор же как его одевают, даже дают ракеты, которые вот скоро, наверное, глубже в России будут стрелять. Так весь Если Белгород да, там в огне да, в фактически. огне, да. Как раз вот эти Да. хаймерсы туда и Мгм. прилетают. Это Вот, США стоит вот припомнить, блин. Поэтому мы должны понимать, что перед нами стоит, да, и понимать, помогать своим людям. В одном ключе вопрос стоит. Либо мы побеждаем, либо ничего. Да, Совсем это, ничего это вообще. так. Это. Конечно, те, кто участвует до конца, да, это уже люди другого плана, надо сказать, более твердого, что ли, Более которые мотивированные, патриотичные. Да. свое слово держат, скажем так. Да. Но все-таки вот война, вот государство относится к своим людям очень бережно, можно так сказать, да. Ну, во время Великой Отечественной войны не было, если призвали, то он должен находиться до конца, до победы, находились. Да. А сейчас вот, если контрактник, у него там срок кончается или он не хочет, может расторгнуть и вернуться домой. Ну, это, Да, кстати, да, это, ну, даже не то, что вернуться домой, а к вопросу о мобилизованных, да, это немного другая, конечно, категория. Да, это другая категория. Когда вот возвращался в Якутск, встретил ребят бурят. Они в отпуск летели домой. Ну, то есть 3 месяца и домой. Как бы отдохнуть. Почему? Потому что постоянное местонахождение там на точке соприкосновения, это, конечно, опять же, психологически Это, сложно. конечно, очень сложно. И наши мобилизованные, они же, естественно, их там на передовую не будут кидать, да, там с этими саперными лопатками, да. Они, когда разгружается тыл, у профессионалов, у товарищей контрактников есть возможность уже каким-то образом разгрузиться. Это, ну, тоже такой вот большой момент, на самом деле, который важен. Ну, кстати, Да. Владимир упомянул о том, что вот у вас дядя, да, служил, воевал в Это Великую 42-й Отечественную. год, Вот, Сталинград. да. Один из факторов, который влияет на то, что люди идут в добровольцы, это то, что у них деды либо прадеды были на войне, участвовали в Великой Отечественной. И я знаю лично некоторых людей, которые говорили, мне потом будет стыдно, если я не пойду, если бы я куда-то там побежал, поехал, да, поступил как люди, которые вот уехали, мне потом было бы стыдно. Вот, я чту своего деда, я хожу там каждый год там, в бессмертном полку с его портретом, а как я с ним потом встречусь? Что я ему скажу? Что я струсил и спрятался куда-то, также тоже, это тоже становится мотивацией. Все-таки действительно Великая Отечественная, не зря же говорят, что в каждой семье, практически в каждой семье был человек, которого затронула та война. И сейчас люди, помня те подвиги, они все равно следуют и примеру своих родных. Да, коллеги, ну я предлагаю подытожить. Значит, да, может, есть еще у кого-то желание свою мысль высказать. Но я думаю, так или иначе мы задели те основные моменты, почему люди идут, значит, первыми добровольцами, даже не дожидаясь ограниченной мобилизации. Тут бы я хотел, скажем так, нашим зрителям, скажем так, задать вопрос, как они думают, но это уже чисто их мнение, как они думают, да, вот страны Запада, насколько там будет добровольцев, если вдруг что? Они буквально 30 лет жили в изобилии и до сих пор пока еще доживают в изобилии. Да, насколько вот их система ценностей, социальных ценностей, мы знаем, какие сейчас они, да, как они будут служить. Поэтому вот именно тем людям, которые вот иногда говорят, там все пропало, все плохо, так далее, хотелось бы тоже сказать, что у нас люди есть, они идут, их немало, а еще есть люди в резерве, которые ждут своего часа. Поэтому я думаю, что у нас победа будет обязательно. И, безусловно, это будет благодаря доброй воле каждого из нас. Ну а мы на сегодня первую нашу встречу закончим. Это было очень интересно, и мы, думаем, продолжим. Мы сегодня задели несколько тем, которые, наверное, тоже должны будут стать главными в наших следующих встречах. Поэтому всем спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. свидания. До свидания.